Добрый вечер. В эфире очередной выпуск информационного канала «Чечен-Инфо». Напомню, это телепроект телеканала «Грозный», который обозначен как общественно-политический тележурнал. И первая попытка канала создания синтетического жанра, которая призвана удовлетворить все информационные потребности. В 1 час уместились обзор событий минувшей недели, обзор сетевых ресурсов о Чеченской Республике, история республики в зеркале времени и несколько сюжетов на темы прошедшей недели. На этой неделе в обоими встреча президента Российской Федерации Дмитрия Медведева с Рамзаном Кадыровым, законопроект о незаконном задержании граждан, присвоение 248-му отдельному специальному батальону «Север» звания имени Ахмата Хаджи Кадырова и многое-многое другое. Все это в течение часа, здесь и сейчас. Авторы программы убеждены в том, что новости – это интересно, если к ним подходить с интересом. Так что приятного вам просмотра. Сегодня в программе Дмитрий Медведев поручил Рамзану Кадырову усилить борьбу с террористами. Грозный посетил посол по правам человека МИД Франции. Это и многое другое в экспресс-обзоре Рустама Мугаева. Кто он, Рамзан Кадыров, чего он добивается и какое место занимает он в жизни чеченского общества? Об этом в еженедельной рубрике «Дайджест недели». В Сочи построят мечеть имени Ахмата Кадырова. Командир батальона «Север» подполковник Алибек Делемханов получил высшую награду страны Герой России. Чечен-Инфо с обзором событий глобальной сети интернет за минувшую неделю. Какая она чеченская женщина-хранительница очага и воспитательница нашего общества? Об этом в регулярном исследовании того, что лежит за внешней стороной события или явления в еженедельной рубрике «Тема». Разгром отряда полковника Пьери, восстание под руководством Атабая Атаева и Умы Дуева, выступление Эльдарханова на заседании Первой Государственной Думы, переговоры по блоку военных вопросов в июне-октябре 1995 года, хронология памятных дат в истории Чеченской Республики, возвращенной из небытия. За одной партой в гимназии вместе с чеченцем Чорой Шаиповым сидел Иосиф Джугашвили, будущий генеральный секретарь ЦК ВКПБ и вождь всех времен и народов. Кто он и откуда Чора Шаипов, приятель Иосифа Сталина? Об этом в рубрике «Жизнь замечательных людей». В рубрике «Экспресс-инфо», как и обычно, сегодня представлена объективная и независимая картина событий прошедшей недели. Реальная политика, экономика, свежие факты, оперативная хроника, важнейшие события и громкие заявления. 10 динамичных сюжетов о наиболее ярких событиях прошедшей недели, и каждый из них – это мини-репортаж на актуальную тему. В качестве документальной базы этой рубрики, как и всегда, используется оперативная съемка новостной редакции нашей телекомпании. В понедельник на президента Ингушетии совершено покушение. Террорист-смертник на автомобиле, начиненном взрывчаткой, протаранил кортеж, в котором ехал Нузбек Евкуров. В результате теракта погибли 2 человека, еще 3, в том числе президент Ингушетии, госпитализированы в местную больницу. Евкуров доставлен в Московский институт хирургии имени Вишневского. Его состояние продолжает оставаться крайне тяжелым, но стабильным. Сразу же после покушения в Братскую республику прибыл и президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров, который встретился с исполняющим обязанности президента Ингушетии Рашидом Гайсановым. В ходе встречи Рамзан Кадыров отметил, что Чеченская Республика окажет любую помощь и поддержку ингушскому народу в решении проблем, стоящих перед республикой. После этой встречи было объявлено, что за любую информацию о местонахождении лиц, совершивших покушение, будет выплачено вознаграждение в размере 5 миллионов рублей. Президент Российской Федерации Дмитрий Медведев на этой неделе встретился в Москве с Рамзаном Кадыровым. В ходе встречи глава государства поручил чеченскому президенту усилить борьбу с террористами. При этом подчеркнул, что ответ властей на преступления в Ингушетии должен быть жестким. Медведев, отметив результаты, которые уже удалось добиться, выразил надежду, что спецоперация по уничтожению членов незаконных вооруженных формирований будет вестись в прежнем и даже усиленном режиме. В свою очередь Рамзан Кадыров сообщил, что чеченские милиционеры разрабатывали мероприятия в тесном взаимодействии с ингушской милицией. Как отметил Кадыров, теракт является еще одним доказательством того, что власти республик на правильном пути. Здесь же Кадыров отметил, что экстремисты, прикрываясь религиозными мотивами, действуют против религии, против чеченского и ингушского народов и Российской Федерации в целом. Глава республики выразил уверенность, что с этим злом в ближайшем будущем будет покончено. В среду парламент Чеченской Республики выступил с инициативой внести в российское законодательство уголовное наказание за незаконное задержание граждан. Согласно подготовленному законопроекту, предполагается наказать лишением свободы на срок от 3 до 8 лет. Максимальное наказание предполагается назначить за незаконное задержание, повлекшее тяжкие последствия или совершенное из корыстной либо иной личной заинтересованности. В
Чеченские депутаты обратили внимание на сложившуюся тенденцию прикрывать незаконное уголовно-процессуальное задержание административно-правовым. По их мнению, одним из распространенных способов сокрытия фактов незаконного задержания является оформление на заподозренного материала об административном правонарушении. Проект закона направлен в Комитет Нижней Палаты Парламента России по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству для подготовки к первому чтению. Федеральный центр окажет помощь в решении проблем сельскохозяйственной отрасли Чеченской Республики. Об этом стало известно в ходе встречи президента Чеченской Республики Рамзана Кадырова, заместителем председателя правительства, министром сельского хозяйства Чеченской Республики Абубакаром Эдельгириевым. Вице-премьер сообщил о том, что благодаря рекомендательному письму Рамзана Кадырова на имя президента Российской Федерации в Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации обещали оказать необходимую помощь и содействие в решении проблем республиканских аграриев. В частности, был обещан увеличить субсидирование на приобретение минеральных удобрений и обеспечить ядохимикатами для борьбы с саранчой, отметил Эдельгириев. На встрече был затронут и вопрос готовности к эксплуатации Центроевской птицефабрики. Ее открытие запланировано на 1 июля. Кадыров подчеркнул, что в следующем году необходимо закрепить успехи аграриев и добиться более высоких показателей развития агропромышленного комплекса республики. Ремонтно-строительные работы учебных учреждений, не вошедших в федеральную целевую программу, должны завершиться к 25 августа. Об этом заявил председатель правительства Чеченской Республики Одесс Байсултанов на совещании с руководителями генподрядных организаций. Как отметил Байсултанов, это поручение президента республики Рамзана Кадырова. В ходе совещания было отмечено, что в настоящее время во всех 97 школах, восстанавливаемых по внепрограммной линии, завершается демонтаж. В некоторых из них начат работу по ремонту и замене кровли, а в ближайшие дни начнутся отделочные работы. Здесь же Байсултанов обозначил сроки выполнения ремонтно-строительных работ на объектах здравоохранения республики. По его словам, сроки на восстановление лечебных учреждений определены на конец года, однако это не означает, что темпы работ можно будет ослабить. Власти Чеченской Республики значительно продвинулись вперед в работе по защите прав и свобод человека. Об этом заявил посол по правам человека Министерства иностранных дел Франции Франсуа Зимере, посетивший на этой неделе Грозный. По словам посла, об улучшении ситуации в республике свидетельствует пристальное внимание, которое оказывается защите прав и свобод человека президентом, парламентом и правительством республики. В ходе визита Франсуа Зимере встретился с председателем парламента Чеченской Республики Духлахом Абдурахмановым, министром Чеченской Республики по внешним связям, национальной политики, печати и информации Шамсаевым Саралиевым и местными правозащитниками. Стороны обсудили ситуацию в области прав человека и повседневной жизни населения Чеченской Республики. Гости рассказали о том, что власти республики создают максимально благоприятные условия для деятельности правозащитников в регионе. По итогам встречи стороны выразили готовность дальнейшего сотрудничества. Министр внутренних дел Российской Федерации Рашид Нургалиев и президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров приняли участие в торжественной церемонии присвоения 248-му отдельному специальному батальону МВД Российской Федерации, дислоцированному в Грозном, имени Ахмата Кадырова. Как отметил в ходе торжественной церемонии Рашид Нургалиев, Ахмат Кадыров сыграл ключевую роль в современной истории республики, вывел ее из состояния войны, и жители республики вернулись в свои дома, обрели уверенность в завтрашнем дне. Глава МВД сообщил, что 16 военнослужащих данного батальона награждены боевыми наградами. 4 бойца батальона погибли в боестолкновениях с участниками незаконных вооруженных формирований. В текущем году Министерству транспорта и связи Чеченской Республики будет выделено 124 миллиона рублей на покупку 144 автобусов ПАЗ. Об этом сообщил начальник отдела транспорта Министерства транспорта и связи Чеченской Республики Сайд Эмид Данаев. По его словам, эти средства запланированы в рамках реализации программы обновления подвижного состава. Кроме этого, ожидается поступление еще 70 миллионов рублей по федеральной целевой программе, на которую также будут приобретены 6 автобусов марки ПАЗ с мягкими откидными сиденьями для работы на междугородних и межрегиональных маршрутах. Как отметил Данаев, автопарк республики на 80% уже изношен, и министерство намерено заменить старые автобусы на новые. По мнению специалистов ведомства, обновление автопарка приведет к значительному улучшению качества обслуживания пассажиров. В Чеченской Республике началось восстановление разрушенного наводнением жилья. Оказанием помощи пострадавшим от сильного паводка занимается созданная в регионе специальная межведомственная комиссия. Больше всего ущерба паводок принес жителям Ножаюртовского и Ачхой-Мартановского районов республики.
Здесь были повреждены линии электропередач, опоры пешеходных и автомобильных мостов, газопровод. В Грозном в результате стихии оказались затопленными 12 частных домовладений. Из-за повреждения трансформаторной подстанции «Восточная» без электричества больше суток оставались около 50 тысяч человек. По словам председателя правительства Республики Одесса Байсултанова, семьям, чьи дома были разрушены, уже оказана гуманитарная помощь. Остальные могут рассчитывать на поддержку со стороны властей после окончательного подсчета причиненного ущерба. Определенные этапы истории рождают своих лидеров, и порой обстоятельства складываются таким образом, что именно какая-то конкретная личность важна на конкретном промежутке истории. На данном этапе, это уже вне всякого сомнения, президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров оказался в нужное время и в нужном месте. Так кто же он, Рамзан Кадыров? Чего он добивается, какое место он занимает в жизни чеченского общества? Об этом и многом другом в нашем регулярном исследовании того, что лежит за внешней стороной событий или явления, в еженедельной рубрике Тагира Салаханова «Дайджест недели». Политический вес президента Чеченской Республики Рамзана Кадырова сегодня стабильно держится на уровне первой десятки российских политиков. Если еще 4-5 лет назад Рамзане Кадырове знали только как о сыне Ахмадхаджи Кадырова, то сегодня это определение его личности далеко не на первом плане. На этот час Рамзан Ахматович уже сформировавшийся политик и народный лидер, со своими беспрецедентными методами управления и политической мудростью. Опыт противодействия терроризму, который был наработан командой Кадырова под непосредственным руководством Рамзана Кадырова, признан инновационным и взят на вооружение спецслужбами многих стран, в том числе и российскими. Наверное, не случайно встречи президента страны с Рамзаном Кадыровым стали носить частый характер. В его лице Дмитрий Медведев имеет верного единомышленника, опытного строителя мирной жизни и командира, наверное, самых боеспособных частей мира. Тем более, что в последнее время поводов для таких встреч становится все больше. Это, конечно, следствие той работы, которую вел и ведет президент соседней для вас республики, близкой братской республики, по наведению порядка, по уничтожению бандитов. Вот я надеюсь, что эта работа будет, как и велась вами, и им вестись в прежнем, а даже сейчас в усиленном режиме, потому что не так давно вы проводили целый ряд операций, которые принесли результат. Я считаю, что эта работа должна быть продолжена для того, чтобы те, кто такого рода действия совершает, понимали, что ответ будет прямой и жестокий. Действительно, уважаемый Дольш, мы проводили совместное мероприятие прихода руководства Ингушетии Юнусбека Евкурова. Значительно улучшила ситуация в регионе. И как никогда у нас было взаимодействие совместно с ингушской милицией, чеченской милицией. Мы разрабатывали вместе мероприятия и проводили специальные мероприятия. И были результаты у нас конкретные. Но, конечно, это бандитам, недругам России мешало. И сегодняшний теракт чудовищный. Это еще раз доказательство, что мы на правильном пути. И обязательно в ближайшее время доведем до логического конца, который начали мы с первых дней, в 99-м, еще раньше мероприятия против террористов, экстремистов. И у нас есть хорошая оперативная информация. Будем еще усиливать мероприятия и со стороны федеральных структур МВД, ФСБ у нас есть поддержка, понимание есть. А люди, ребята, которые служат в милиции, они знают, что экстремизм, который находится сегодня на территории Ингушетии, Чеченской Республики, это религиозный экстремизм, это против религии, ислам, это против народа чеченского, ингушского и всего человечества. И я уверен, что в ближайшем будущем у нас будет покончено раз и навсегда с этим. Я хотел бы, чтобы вы эту работу продолжили, именно потому что она приносила свои результаты, и это действительно большая, серьезная работа. Порядок мы наведем обязательно. А результаты созидания и мирного строительства, продемонстрированные им в тяжелейших поствоенных условиях в республике, подвергнутой тотальному разрушению, превзошел ожидания самых радужных оптимистов и заткнул ярых критиков. Так кто же ты, Рамзан Кадыров? Феномен или все-таки простой человек? Чеченец, мусульманин? И на сегодняшний день стабильность Чеченской Республики, подъем экономики республики, становление экономики республики не нравится определенным людям. И они заказывают от экспертов там разные материалы, они придумывают и высказывают. Я не хочу даже на них внимание обращать. Мы предложили
Верховный главнокомандующий, президент страны, правительство, они приняли решение и отменили контррастительные операции. А кто что там говорит, что-то там ведут там пропаганду там, или там деятельность, я их равным там бандитам, террористам, преступникам, коррупционерам. У нас в республике идет процветание, стабильность, республика идет по пути восстановления, и у нас абсолютно никаких проблем нету. Я чуть позже отменили, мы еще говорили и в прошлом году, и в позапрошлом году, надо отменить контррастительные операции, надо дать республике статус нормального региона, да, и чтобы у нас были все условия для нормальной жизни. И у нас сегодня это есть. Руководство Российской Федерации понимает нас и всячески помогает нам содействовать. Единственный регион, который может уверенно выходит из положения кризиса, это Чеченская Республика. Последним экзаменом на зрелость для молодого чеченского президента стали события в соседней Ингушетии. Да по большому счету не столько там, сколько у нас в республике. Но корни вели в леса и горы Ингушетии. После взрыва террориста-смертника на проспекте Исаева в Грозном Рамзан Кадыров заявил, что отныне ваххабитам не придется рассчитывать на снисходительность властей, и их будут уничтожать по всему Северному Кавказу. После исторической встречи Рамзана Кадырова и президента Ингушетии Юнусбека Евкура было принято соглашение о совместных скоординированных действиях против ваххабитов. Ваххабиты сильный, но вместе с тем коварный и подлый враг. В начале недели они нанесли ответный удар. Было совершено покушение на президента Ингушетии. Он до сих пор находится в тяжелом состоянии. Заказчики этого преступления, цен жестокие наказания. Да, мы едем, ночью первый президент видно, что он eletszesdon, hajrullah, dušaja vahel, baš kad mosu dit eletszeszer, sebes film, az hajrullah vahel, dustan prezident ubosit, és sebes obaja vajanok kérdeztan. Inzit eletsz, rásvég se, hát dinát eletsztek, csak volt ában akar budasz kérdeztan. De van, vagy nocsi alaj, vagy zillokstos, vagy áldostos, vagy ullokstos, hát emnes dúvidan, vagy emnes, vagy zilloks, vagy ulloks, ditszedés van, ditszedés jász, vagy tehát tudod, nem hat. Két elkés van talán, de elmondhatom, csak makkabul, tábakabul, isztiával, de elmondhatom, szabadbos, és belényzávadázás. Vad szeretne sényne talán, az elne rész, a hétene, újból összne sényne talán, vagy talán, hogy így is aláva, hogy ez kell írő, nyomved egy ne írő, previtiszt ne írő, de hogy hát egy részán írő, de ez a szabadbos, én el, de is talán, de előtt a másoldó el, de imán szabadból el volt csinálni talán. И здесь Рамзан Ахматович проявил себя как истинный мусульманин. За здоровье и исцеление Юнусбека Евкурова в селах и городах Ингушетии Рамзан Ахматович раздал сагу – деньги и продукты для малоимущих и нуждающихся семей. И не случайно президент Российской Федерации Дмитрий Медведев возложил руководство на проведение спецопераций против бандитского подполья именно на Рамзана Кадырова. Сейчас Рамзан Кадыров находится на пике физических сил и в расцвете политической карьеры. Да, он простой чеченец, но его феномен в неистребимой вере в правоту собственного дела, патриотизме и чистоте помыслов. Многие события развиваются непредсказуемо, и подчас у каждого видение свое. А что же дальше? Вот каким вопросом задаются многие. Кадыров ориентируется в обстановке. Прекрасно ориентируется. И главное, у него есть умение передавать эту уверенность другим. Elmondhatóan, Vahhabizmdan, Ingusetiát, Csecsenszkai Республикát, Dagisztánát, Kaukáza, Rosszia, Dünyancsai Mélzőbücsán, de alt ebspét, Bújda, Elmondhaj, Térspodalmat, Elmondhatóan, ezerneskák, Entébú, ezerneskák, és Játkémi Tiszticsideszkédel, de elmondhatóan, hogy Khandízi, Khandon, de elmondhatóan, использовать mellett. Буквально на событиях последних дней мы попытались дать ему характеристику как политику, чеченцу и мусульманину. Зная о его истинных намерениях, хочется верить, что впереди его ждут долгие годы, которые он без сомнения посвятит служению своему народу. Я не нарушаю законы и не нарушаю Конституцию Российской Федерации, Конституцию Чеченской Республики. Я действую по закону Российской Федерации, и я знаю, что я слуга народа. Я верующий человек, и человек верующий, он никогда не будет допускать умышленные ошибки, да, ошибки у всех есть. И я знаю, если не на этом, если на том свете, обязательно будет спрашивать. Всесильный интернет о Чеченской Республике. Что говорят о нас на сетевых ресурсах? На прошедшей неделе говорили о том, что в Сочи построят мечеть имени Ахмата Кадырова. И не только
Дело в том, что еще командир батальона «Север» внутренних войск МВД России подполковник Алибек Делимханов получил высшую награду страны «Герой России», с чем мы его и поздравляем. Ченет-инфо с обзором событий глобальной сети интернет за минувшую неделю. К Олимпиаде 2014 года в городе Сочи будет воздвигнута мечеть имени первого президента Чеченской Республики Ахмата Кадырова. Об этом сообщает сетевое издание «Ислам.ру». В продвижении идеи строительства мечети, по словам авторов материала, содействовал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, который договорился о выделении земельного участка под будущее строительство. Предполагается, что Рамзан Кадыров выступит также и одним из спонсоров планируемого строительства. Сообщается, что в настоящее время в курортном городе проживает более 20 тысяч мусульман, что составляет 5% от общего числа городского населения. Действующая в Лазаревском районе большая мечеть не способна вместить всех желающих и труднодоступна для большинства прихожан. Данный вопрос является актуальным для Сочи и в связи с проведением в 2014 году Олимпийских игр, в которых будут участвовать спортсмены из исламских государств. Всемирно известная британская телерадиокомпания BBC завершила съемки документального фильма о Чеченской Республике, сообщает сетевое издание Regions.ru. Британские журналисты решили показать западной аудитории красоту культуры, традиций и обычаев чеченского народа. 22-минутный документальный фильм английских журналистов о Чеченской Республике войдет в рубрику «Наш мир», а также в программу радиопередачи «Пересекая континенты». По словам журналиста телерадиокомпании Ника Старди, в Чеченской Республике он уже во второй раз. Впервые он побывал здесь в 1997 году. По его признанию, еще несколько лет назад Грозный представлял собой сплошные руины, которые можно было видеть в телерепортажах. Сегодня это совершенно другая республика, поэтому мы хотим показать и рассказать нашему зрителю о происшедших здесь позитивных изменениях. Ведь в Европе практически ничего не знают о сегодняшней жизни Чеченской Республики, рассказал Ник Старди. Воспитанники Грозненского Суворовского военного училища стали победителем Всероссийских коммуникационных игр 2009, проходивших в Санкт-Петербурге. В играх принимали участие более 30 команд, членов молодежно-коммуникационного сообщества из разных регионов России. В соревнованиях командам предлагалось самостоятельно разработать, отснять и смонтировать собственный видеофильм на тему «Чем удивительный Санкт-Петербург» хронометражем от 25 до 35 минут. За отведенные на работу 10 часов чеченская команда самостоятельно сняла и смонтировала видеофильм на тему «Храмы основных конфессий России». По словам организатора мероприятия, директора Российского клуба связистов Ильи Малькова, следующие всероссийские коммуникационные игры пройдут по принципу Евровидения в городе команды победителя. Таким образом, уже в мае следующего года за играми можно будет наблюдать в Грозном. Об этом сообщает информационное агентство «Грозный-Информ». Об этом на прошлой неделе заявили ряд сетевых ресурсов. Компания экспресс-доставки DHL открыла сервисное отделение для обслуживания клиентов Чеченской Республики. Грозненское представительство компании будет предоставлять клиентам широкий спектр услуг по доставке документов и грузов по России и за границу. Сообщается, что сервисное отделение будет действовать в строгом соответствии с международными стандартами качества и безопасности услуг. Отметим, что DHL – это один из мировых лидеров в сфере экспресс-доставки и логистики. Офис компании располагается на проспекте имени Владимира Путина, дом 30. Бренд DHL появится в 2003 году в результате слияния трех компаний. DHL вызвал Экспресс, Экспресс-авиадоставка Ганзас, грузовые и морские перевозки и Deutsche Post Евроэкспресс, почтовые перевозки. Грозненский роддом номер 2 стал первым на Северном Кавказе лечебно-профилактическим учреждением, получившим международный сертификат Всемирной организации здравоохранения и детского фонда ЮНИСЕФ «Больница доброжелательного отношения к ребенку». Об этом на этой неделе сообщили ряд сетевых ресурсов всемирной паутины. Сертификат вручен главой офиса детского фонда ООН ЮНИСЕФ на Северном Кавказе Стивеном Джонсоном. Сетевики, со слов Джонсона, подчеркивают, что еще 8-9 лет назад в Грозном сложно было получить квалифицированную врачебную помощь, а уже сегодня сотрудники Грозненского роддома сдали экзамен на отлично. Требования, предъявляемые к учреждениям, претендующим на получение данного международного статуса, заключаются не только в высоком профессионализме медицинского персонала, но и в добром, чутком и внимательном отношении к ребенку и матери. Командир батальона «Север» ВВ МВД России подполковник Алибек Делимханов получил высшую награду страны «Герой России». Об этом сообщили в четверг ряд сетевых информационных агентств.
На торжественном построении личного состава министр внутренних дел Российской Федерации генерал армии Рашид Нургалиев вручил ему золотую звезду Героя России. Ее сообщает автор материалов. Это звание указом президента России Дмитрия Медведева офицеру Делимханову присвоено за героизм и мужество, проявленные в борьбе с незаконным вооруженным формированием. Отмечается, что батальон «Север» принимает участие практически во всех спецоперациях, проведимых в Чеченской Республике и на сопредельных территориях. На счету батальона десятки уничтоженных и задержанных боевиков, включая банд главарей. Военнослужащими ликвидированы базы боевиков, изъятое оружие и боеприпасы. Сообщается, что президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров подчеркнул, что Делимханов внес значительный вклад в дело ликвидации банд-групп и восстановления мира и спокойствия в Чеченской Республике. 1 июля в Грозном пройдет выставка известного российского художника Алексея Беляева «Гинтовта», посвященная жизни и деятельности первого президента Чеченской Республики Ахмата Кадырова. Организаторами выставки выступили администрация города Грозного и Московская галерея «Триумф». По словам мэра Грозного Муслима Хучиева, выставка пройдет в Государственном театрально-концертном зале столицы республики с 1 по 31 июля. В сердце каждого чеченца живет образ нашего первого президента, и потому нам особенно приятно, что российский художник обращается к судьбе столь дорогого для нас человека, сказал Хучиев в этой связи. При этом он подчеркнул, что автор полотен один из талантливейших российских художников и является обладателем премии Кандинского в 2008 году в номинации «Проект года». Выставка в Грозном «Размышления о жизненном пути Ахмата Кадырова и его деятельности в деле восстановления мира на чеченской земле», отметил Муслим Хучиев. Глава Комитета по безопасности Государственной Думы Российской Федерации Владимир Васильев в средствах массовой информации дал собственную оценку событиям, происходящим на юге России. Ситуация с противодействием терроризму и России из года в год становится лучше и стабилизируется, отметил депутат. Васильев убежден, что отмена режима контртеррористической операции создала условия эффективных процессов по восстановлению республики. По мнению Васильева, руководство республики взяло на себя большую ответственность за происходящее и предприняло новые подходы к противодействию банд-активности в регионе. Сегодня идеологическое превосходство республиканской власти и эффективность ее работы убедительны. То, что произошло в Чеченской Республике, ярко демонстрирует, что народ отдает предпочтение процессу строительства мирной жизни и улучшению ее качества. С другой стороны, мероприятия, которые проводятся в регионе, не оставляют шансов банд-подполью. Поделился впечатлением от недавнего посещения Чеченскую Республику Владимир Васильев. Во все времена женщина-чеченка всегда была прежде всего матерью и хранительницей духовного очага нации. Она закладывала и культивировала нравственно-этические начала, была первой наставницей. Недаром на Востоке говорят: воспитывая мальчика, воспитываешь мужчину, воспитывая девочку, воспитываешь нацию. Какая она современная чеченская женщина, хранительница очага и воспитательница чеченского общества? Об этом в нашем регулярном исследовании того, что лежит за внешней стороной события или явления, в еженедельной рубрике «Тема». Нация не рождается благородной, а становится ею в процессе нравственного воспитания. И это воспитание ребенок получает в первую очередь от любящей мамы. Образ женщины-матери у всех народов во все времена вызывал особые чувства, ведь именно ей мы благодарны за появление на свет. Она никогда не учит нас плохому и всегда оберегает. С малых лет мать приучает нас к устоявшимся народным традициям, приобщает к духовным ценностям. Историческая традиция чеченского народа определила для своей женщины значительное место. Об этом говорят фольклорные и литературные источники. В национальной мифологии она – мать огня, а огонь – это жизнь. Это то, что помогает сохранить тепло, защититься от холода, приготовить пищу. Среди кавказских женщин чеченка считалась самой верной спутницей мужа, потому что была самой свободной женщиной на Кавказе. Женщина была хозяйкой и украшением в доме, она несла людям жизнь, мир, покой. Вопреки многочисленным убеждениям, чеченка никогда не была униженной и бесправной. Она имела не меньше прав, чем мужчины. В прежние времена в чеченском обществе даже существовал некий институт женского самоуправления – Мелх-Азни. В каждом ауле из числа самых достойных избиралась молодая девушка, которая присутствовала на совете старейшин, и последнее слово в разрешении бытовых споров всегда принадлежало ей. Зачастую, когда у мужчин в бою уже практически не оставалось сил, на возвышенность взбиралась девушка и под веселые звуки гармонии танцевала в белом национальном платье. Таким образом, с одной стороны, она поднимала воинский дух у соплеменников, а с другой вызывала обескураженность у врагов.
Девушка танцевала до тех пор, пока ее не настигало вражеское оружие. Значимость чеченской женщины можно определить и потому, как любой конфликт в обществе, даже бой между мужчинами, каким бы кровным он ни был, мог быть остановлен по воле женщины. Когда двое встретившихся кровников выхватывали кинжалы, чтобы нанести смертельные удары, остановить их могла только женщина, бросив между ними платок, снятый с головы. В соответствии с этим красивым и по-рыцарски благородным обычаем, белый женский платок до сих пор в чеченском обществе является символом мира и добра. Когда враг нападал на чеченскую землю, и мужчины готовились к ее защите, перед началом боя впереди войска выходила на белом коне самая достойная, самая красивая девушка в белом наряде, и бой начинался только после того, как она опускала первую стрелу в сторону врага. Как не сказать о наших женщинах, героических женщинах, которые ради вот этой нашей свободы, ради того, что вот этого праздника и всего отдали своих сыновей. Праздник заслуживает наших героических женщин. Чеченской женщине, наряду с внешней красотой, всегда ценились чисто мужские качества. Но есть в истории чеченского народа и такие женщины, которые заслуживают отдельного признания и уважения. История о женщинах из аула Дади-Юрт спустя почти 200 лет до сих пор поражает любого слушателя. На рассвете 15 сентября 1819 года, в годы Кавказской войны, по приказу Ермолова царские войска напали на мирное селение Дади-Юрт, расположенного на правом берегу Терека. Данный аул считался тогда одним из красивейших на чеченской земле. Он славился храбростью и трудолюбием жителей, красотой, благородством и скромностью женщин. Именно поэтому он и был выбран Ермоловым, так как его покорение стало бы устрашающим фактором перед жителями других чеченских селений. Однако во время боя защитники аула проявили чудеса храбрости. Но царские войска не удивились храбрости и мужеству горцев. Они уже не раз убеждались в их феноменальной отваге. Военных поразила и восхитила отвага чеченских женщин. Бесстрашная воительница Айбика, дочь основателя аула Дади Центароевского, с другими девушками, собравшимися перед мечетью, игрой на модной чаре и песнями вдохновляли защитников селения, помогали перевязывать раны и подносили мужчинам боеприпасы. Вскоре у защитников аула закончились ружейные заряды. Чеченцы бросились с кинжалами на штыки, но не сдавались. Под стать им были и женщины. Ужасный бой продолжался 5 часов, но селение было взято. Среди захваченных в плен оказались 46 молодых девушек. Во время переправы через Терек, не желая переносить унижение и надругательство в плену, они бросились в бурную реку, хватая и унося с собой своих конвоиров. Позору в этой жизни они предпочли смерть. Когда о храбрости женщин Дади-Юрта рассказали президенту Чеченской Республики Рамзану Кадырову, он, недолго думая, принял решение увековечить их память. В нынешнем году впервые в республике будет отмечен новый праздник – День чеченской женщины. 3 воскресенье сентября станет одним из главных праздников у чеченцев. Чеченский народ имеет трудную историю и тяжелую судьбу, и чеченка брала на себя в равной с мужчиной степени ответственность за нее. Вот почему активная жизненная позиция – это характерная черта и современной чеченской женщины. Женщина выполняет и мужскую работу, и детей воспитывает. И хоть один день в году должен уделяться женщине. Мужчины чеченского народа, на долю которого непрерывно выпадают тяжелые испытания, всегда знали цену женщины, способной в трудную минуту подставить свое хрупкое плечо и быть верным другом, соратником, помощником. Чеченская женщина во все времена на своих плечах выносила тяготы и лишения, связанные с трагическими событиями истории народа в 18-19 веках, в период депортации народа, а также во время 2 военных кампаний. За последние годы чеченская женщина не раз доказывала, что готова отдать все свои силы ради спасения близких, во имя спасения наций. А те, кто забывает о чести и совести, они есть всюду, у любого народа, и может быть больше, чем у нас. Говорить, что мы не изменились, нельзя, потому что это не так. Век прогресса каждый день вносит в нашу жизнь свои коррективы, и это отражается на образе жизни современных чеченцев, на их морально-нравственном поведении. Но несмотря на то, что мы называем хранительницей нации именно женщину, не одна она повинна в том, что сегодня происходит в этой суровой жизни.
Женщина как была матерью или сестрой, так и остается. Она всегда первой придет на помощь в самое трудное время. Об этом свидетельствует и тот факт, что в период 2 чеченских кампаний именно женщина не допустила гуманитарной катастрофы. Во время тотальной безработицы в Чечне женщины кормили свои семьи, зарабатывая торговлей. А сколько было случаев, когда они спасали жизни своих мужчин. Но они продолжали подвергать себя нечеловеческим тяготам, чтобы сохранить семейные очаги, чтобы спасти от голодной смерти родных. Я знаю, что значит моя женщина, моей нации женщины, и отдаю ему должное. Они во всех тяжелых точках, везде проходили женщины, добивались всего, чтобы продержаться, прокормить свою семью в холод, зной. Сегодня мы мало знаем о знаменитых чеченках, но не упомянуть легендарную Лялю Насуханову было бы несправедливо. Именно она стала первой летчицей-чеченкой, заслуженным мастером спорта СССР по самолетному спорту. В 1964 году ее назначают командиром авиационного звена. До нее ни одна женщина в бывшем Советском Союзе не удостаивалась такой должности. 4 раза она пыталась попасть в отряд космонавтов Советского Союза, но клеймо представительницы народа спецпереселенца каждый раз давало о себе знать. У нее была интересная и уникальная судьба. Насуханова проработала в авиации 23 года. Последние 4 из них была командиром звена реактивных истребителей МиГ-17. Время, проведенное ею в небе, в общей сложности составляет более 2500 часов. Она совершила более 100 прыжков с парашютом, обучила летному мастерству более 200 молодых специалистов и вошла в десятку лучших летчиков СССР. Она мечтала вновь увидеть свою родину мирной и благополучной, но, увы. Ляля Насуханова скончалась после продолжительной тяжелой болезни в январе 2000 года, незадолго до этого отметив свой 60-летний юбилей. В связи с военными действиями в Чеченской Республике она была похоронена во Владикавказе. А кто не слышал имени непревзойденной Баны Гайтукаевой или Марьям Айдамировой, эти женщины внесли большой вклад в культуру республики. Менее известны сегодня нам имена Заримы Ибрагимовой, старшего научного сотрудника Центра арабских исследований Института востоковедения РАН, или имя Зулай Хамидовой, которая в нашей истории стала первой женщиной-доктором филологических наук. Нельзя обойти и Аймани Кадырову. Помимо многих человеческих качеств, природа наделила ее золотым сердцем. Вот уже 5 лет она стоит во главе общественного регионального фонда имени Героя России Ахмада Кадырова. Ежедневно на ее имя поступает около 100 писем с просьбой о помощи, и ни одно из них не остается без должного внимания. Все эти женщины имеют свои заслуги и свое признание, но в одном они едины. Ведь какими бы сильными они ни были, какими бы подвиги они ни совершали, они всегда остаются прежде всего женщинами, хрупкими и нежными, любящими и красивыми. Каждый раз, когда наш народ испытывает катаклизмы, наши женщины достаются больше всего. При этом, когда в результате потрясений происходит деградация общества, ослабевают морально-нравственные устои и во всех грехах опять же обвиняют женщину. Каждая эпоха приносила ей новые испытания. Сегодня современная мода диктует, что и где одевать, и эту моду мы всячески отвергаем. Но при этом мы забываем, что чеченская женщина никогда не носила паранджу, но одежда и изящный платок на голове подчеркивала ее природную красоту. Чеченская женщина всегда была равной среди равных. Во все времена женщина Нохче всегда была прежде всего матерью, хранительницей духовного очага нации. Она закладывала и культивировала нравственно-этические начала, была первым наставником. Недаром на Востоке говорят: воспитая мальчика, воспитаешь мужчину, воспитывая девочку, воспитаешь нацию. Ну а теперь настало время истории Чеченской Республики в зеркале времени. Предлагаем вашему вниманию обзор ключевых событий нашей истории за июнь месяц. На этой неделе в обзор вошли разгром отряда полковника Перери, восстание под руководством Атабая Атаева и Умы Дуева, выступление Таштамира Альдарханова на первом заседании Государственной Думы царских времен еще и переговоры по блоку военных вопросов в июне и октябре 1995 года. Итак, хронология дат истории Чеченской Республики, возвращенной из небытия.
26 июня 1785 года чеченскими отрядами под руководством шейха Мансура в ауле Алды разгромлен отряд полковника Пьери. В этом сражении в общей сложности было убито до 300 солдат, 9 офицеров, в числе которых был и сам Пьери. Взято в плен около 200 человек. Волей случая в числе пленных оказался и будущий генерал и герой Отечественной войны 1812 года Багратион. Он был адъютантом полковника Пьери. Горцы, пораженные мужеством и отвагой молодого офицера, добровольно выдали его противнику без всяких предварительных условий и требований. Род Багратиона берет свое начало от пристава правителя старейшин провинции Грузии. В свою очередь его сын Ашот Куропалат долгое время был царем Грузии. В начале июня 1853 года известный русский писатель граф Лев Николаевич Толстой посещает укрепление Воздвиженское. В Чечню он прибыл в апреле 1851 года и пробыл здесь до 1854 года. Именно здесь, на Кавказе, и начинается его литературная деятельность. Здесь он завершает свое первое произведение «Повесть детства», с публикацией которой и приходит к нему писательская слава. Впоследствии Толстой скажет, что Кавказ – это испытание силы и достоинства человеческого характера с одной стороны и восхищение бытом кавказских народов, не знавших крепостного гнета, с другой. Толстой остается одним из наиболее любимых чеченцами русских писателей. К примеру, несмотря на то, что в результате 2 войн в республике почти не осталось памятников, памятник Толстому в станице Старогладовская Шелковского района, где когда-то начиналась служба офицера Толстого, сохранился. Здесь же находится и музей писателя, который удалось отстоять мирному населению. 14 июня 1859 года, незадолго после поражения имама Шамиля и окончания Кавказской войны, Чечня была включена в состав Российской империи. Практически в эти же дни, в середине июня 1860 года, в Аргунском округе в юго-западной части Чечни вспыхивает восстание под руководством бывших наибов Шамиля Атабая Атаева и Умы Дуева. Восстание длилось недолго. Уже к началу 1961 года оно было жестоко подавлено, а руководители восстания Ума Дуев и Атабай Атаев сосланы в Сибирь. Атабай Атаев выходит из аула Чунгарой-Эвла, ученый Алим, наиб округа между реками Мартан, Сунжа, Аса и Черными горами. Ума Дуев выходит из общества Зумсой и наиб Зумсоя. Дуев вскоре после ссылки был возвращен и избран старшиной Зумсоя. Тем не менее, уже к концу 1877 года вновь предпринимает попытку организовать сопротивление и совместно с имамом Алибек Хаджи поднимает восстание. Оно было подавлено, а Ума Дуев повешен в Грозном вместе с сыном 6 марта 1878 года. В июне 1877 года, потерпев поражением Аухи, Салатавии и Зандаковских аулах, Алибек Хаджи с сотней повстанцев занял позицию на высоте Кажалкан-Ду на месте разгрома в 1845 году графа Воронцова. В течение 2 дней к Алибеку Хаджи присоединились еще 200 человек из окрестных аулов. В 5 часов утра 24 июня 1877 года царские войска предприняли трехсторонний штурм высоты. Против 300 защитников позиции Алибек Хаджи сражались отряд полковника Батьянова, 2 сотни кизляра Гребенского полка, 3 сотни всадников, местная милиция под командой поручика Айшиева, 2 роты Куринского полка под командованием подполковника Кноринга и отряд полковника Долгова. Выходы на плоскость прикрыл отряд полковника Нурида. После беспрерывных боев в 8 часов вечера царские войска взяли высоту. Сам Алибек Хаджи прорвал окружение и, оставив на поле боя 40 убитых, ушел в Семсирские леса. 17 июня 1906 года на имя председателя Первой Государственной Думы Муромцева поступает телеграмма с требованием не вовлекать чеченцев в стражники для охраны помещичьих имений в Центральной губернии России. Уже 28 июня этого же года чеченский депутат Таштемир Эльдерханов выступает на заседании Думы с жестким требованием прекратить вербовку стражников из горцев Терской области и сеять межнациональную рознь. Выступление Эльдерханова вызвало большой общественный резонанс, и под давлением общественности вербовка стражников из Северо-Кавказского региона вскоре была прекращена. Таштемир Эльдерханов, известный чеченский просветитель, партийный и государственный деятель, родился 1 апреля 1870 года в селе Гихей в семье крестьянина-середняка. В мае 1944 года в целях выявления антисоветских и уголовных элементов среди спецпереселенцев в Казахскую ССР с группой оперативных работников был откомандирован заместитель наркома внутренних дел СССР Круглов. Он был обязан в месячный срок проверить работу местных органов Министерства внутренних дел по осуществлению административного надзора за выселенцами, в особенности в части надлежащего учета поселенцев и обеспечения режима, исключающего возможность побегов. По итогам проверки было решено принять необходимые меры и доложить о результатах
непосредственно в Центральный комитет ВКПБ. По результатам деятельности Круглова стало то, что уже к концу июня этого же года было арестовано 2196 спецпереселенцев, дела которых были рассмотрены особым совещанием. Группой Круглова было также создано 429 спецкомендатур НКВД для наблюдения за режимом проживания и оперативно-чекистского обслуживания спецпереселенческих семей. В июне и октябре 1995 года в Чеченской Республике было объявлено временное перемирие и прошли переговоры по блоку военных вопросов. С целью срыва достигнутых договоренностей в октябре этого же года в Грозном было совершено покушение на генерала Романова. Взрыв фугаса направленного действия прогремел в тоннеле в тот момент, когда по нему проходила колонна, в которой следовал и автомобиль командующего. Анатолий Александрович получил тяжелые ранения, которые на долгие месяцы приковали его к госпитальной койке. Цель была достигнута. Временное перемирие было нарушено, и военные действия в Чеченской Республике возобновились с новой силой. Анатолий Романов командовал объединенной группировкой федеральных войск Чеченской Республики с лета 1995 года. 12 июня 2000 года Ахмад Кадыров назначается главой администрации Чеченской Республики, и буквально через пару дней после своего назначения, 14 июня 2000 года, выступает с заявлением, в котором призывает членов незаконных вооруженных формирований прекратить сопротивление, сложить оружие и вернуться к мирной жизни. Этот призыв, по большому счету, и стал своего рода прелюдией инициированных все тем же Ахмадхаджи Кадыровым нескольких амнистий, которые позволили вернуть к мирной жизни более 7 тысяч бывших членов НВФ. Ахмадхаджи Кадыров был самой яркой фигурой чеченской политики и истинным вождем своего народа. На родине он имел огромный авторитет и снискал уважение даже у своих злейших врагов. За одной гимназической партой с чеченцем Чорой Шаиповым сидел неприметный грузинский мальчишка. Вскоре мальчики стали приятелями. Иосиф, так звали нового приятеля Чоры, часто приглашал чеченцев в гости, а вскоре познакомил со всей своей родней. Приятель Чоры, как выяснится позже, оказался никто иной, как Иосиф Джугашвили, будущий генеральный секретарь ЦК ВКПБ и вождь всех времен и всех народов. По крайней мере, он так себя сам назвал. Кто он и откуда Чора Шаипов, приятель Иосифа Сталина? Об этом в нашей постоянной рубрике «Жизнь замечательных людей». Каждая эпоха рано или поздно становится историей. Меняются люди, меняются ценности. О людях, которым честь была дороже жизни, это повествование. Герой нашей истории Чора Шаипов. Рожденный в конце позапрошлого века, он пережил столько событий, что описать их можно лишь в многотомном труде. В его жизни отразились несколько эпох истории Чеченской Республики и двух империй – российской и советской, а судьба его не раз сводила с сильными мира сего. Чора родился в 1880 году в селении Дачу-Борзой. Его отец, носивший непривычное для чеченцев имя Серган, было еще и первое – Бука, имел много детей, из которых 6 были мальчики. Серган принимал участие в иностранных концессиях по нефтедобыче. Имя Серган – орфографический вариант французского имени Серж, которое дали ему компаньоны. И предполагал, что в будущем дети его продолжат его дело. Все мальчики получили образование, владели грамотой. Чору же, как самого способного, Серган отвез в Грузию, в Горе, и устроил в местную гимназию. За одной партой с Чорой сидел неприметный грузинский мальчишка. Вскоре мальчики стали приятелями. Чора легко овладел грузинским языком и даже стал помогать в учебе соседу по парте. Иосиф, так звали нового приятеля Чоры, часто приглашал чеченцев в гости, а вскоре познакомил со своей родней. Приятель Чоры, как выяснится позже, оказался никто иной, как Иосиф Джугашвили, будущий генеральный секретарь ЦК ВКПБ, вождь времен и народов. Серган по возможности старался навещать сына. Приятель Чоры торопил момент приезда Сергана, чтобы получить подарок за радостную весть. Всегда был солидным – 5 рублей серебром. Для Иосифа, мальчика из бедной семьи, это были бешеные деньги. По окончании гимназии приятели расстались. Иосиф Джугашвили поступил в духовную семинарию, а Чора Шаипов вернулся в Грозный и продолжил учебу в реальном училище. По окончании училища Чора уехал в Петербург учиться профессии горного инженера. Окончить университет не удалось. Началась русско-японская война, и юноша ушел на фронт. Он вернулся домой с боевыми наградами и в чине офицера.
Вскоре женился. Брак длился всего несколько лет, его жена оказалась бездетной. Вторично Чора женился в 1919 году на дочери известного в округе человека, героя Крымской войны Тепсы Ахмадова, Човки. Тепса был очень интересной личностью, он ревностно следил за чистотой окружающей среды. Сельчане уважали его, а некоторые побаивались. Перенесший контузию, Тепса был ужасен в гневе и за проступки наказывал жестоко. В этом же году произошло еще одно событие. Род Шуаиповых был приверженцем известного в Чечне алима и устаза Юсупхаджи Байватырова. В доме Сергана он был частым гостем. В этот год до Чечни докатились волны революционных перемен в России. К революции здесь относились неоднозначно. Юсупхаджи приехал в дачу Борзой, чтобы выразить отношение к власти большевиков. Узнав о прибытии устаза, в селении стали стекаться сотни его вооруженных сторонников. Устаз призвал не оказывать сопротивления новой власти. Эта борьба неравная, кроме гибели лучших и жертв невинных, она ничего не принесет. Вскоре Юсупхаджи эмигрировал в Турцию. Будучи безнадежно больным, Устаз передал через паломников свою последнюю волю – быть похороненным на родной земле. Если это вообще возможно, то выполнить мое желание под силу только Чоре Шуаипову. Вместе с сыном Устаза Магомедом, другой сын Алавди эмигрировал с отцом, Чора исполнил завещание Юсупхаджи. А помог ему в этом никто иной, как его бывший приятель-гимназист, а в 1925 году первое лицо советского государства Иосиф Виссарионович Сталин. Чора приехал в Москву и добился аудиенции со Сталиным. В результате ему не только разрешили перевезти останки, но и выделили спецвагон до Батуми. Дальше они добирались морем на пароме. В Турции также пришлось добиваться разрешения от властей и пройти необходимые юридические процедуры. Рассказывают, что когда на обратном пути таможенники-чекисты потребовали вскрыть гроб с телом Устаза, и когда в темном вагоне сопровождающие чуть сдвинули крышку, из гроба появилось сияние. Растерянные чекисты, пятясь, выбежали на улицу. Тем же эшелоном тело Юсупхаджи было доставлено в Гудермес. Путь до Кашкильды, где его похоронили, люди прошли пешком. С тех пор там находится зиярат этого святого. В конце 20-х годов Шуаиповых раскулачили, а отнимать было что: мельница, магазин, пилорамы, дом и лавка, земельные участки в селении и в Грозном. Чора приготовился к худшему – ссылке. Это была первая ссылка Чоры и его домочадцев, и не последнее испытание в их жизни. Из этого изгнания семья вернулась, а в 1935-м Чора снова пережил один из самых страшных эпизодов в своей жизни. Как враг народа он был арестован и содержался в тюрьме в Грозном. Как-то на рассвете его вместе с остальными 5 сокамерниками вывели в тюремный двор и поставили на краю рва лицом к расстрельной команде. Им стали завязывать глаза, но арестованные отказались. Тогда врагов народа повернули спиной. Раздался залп. Когда Чора очнулся, увидел, что 3 из них мертвы, а он и еще 2 живы. Это был изощренный способ запугивания – убийство живьем. Когда Чора вернулся в камеру, он был совершенно седой. Его приговорили к ссылке. Чора с семьей оказался среди репрессированных алимов, бывших офицеров и других врагов народа. Многие из них погибли. Чору приговорили к 10 годам лагерей и отправили дальше, в Магадан. А Човка осталась с детьми одна, без поддержки в Средней Азии. Через 2 года вернулась домой и Човка с младшими детьми и до самой депортации 44-го жила в Чешках. Когда 23 февраля 44-го в дом к Човке зашли солдаты, она решила умереть, но не согласиться с тем, что ее с детьми снова лишат родины. Она подошла к старшему и закричала: «Никуда я больше не пойду, стреляйте нас всех здесь». Офицер объяснил ей, что выселяют всех чеченцев, и только тогда Човка успокоилась и уже привычно стала собираться в неизвестность. Тем временем Чора, не имея ни малейшего представления о судьбе близких, пытался выжить, чтобы вернуться. Там, в лагерях, он встретился с двоюродным братом Иосифа Джугашвили, с которым познакомился в гостях у приятеля. Теперь он был братом Човки, по несчастью. Эта встреча окончательно убедила его в решении не обращаться за помощью к грузинскому другу. Чора выжил чудом и в 47-м отправился на поиски своей семьи, в которой уже не было 2 сыновей – Хисаба и Майербека. Старший сын Магомед закончил школу. В поисках семьи Чора наконец добрался до Киргизии, где, как ему стало известно, осела его семья. В Токмаке он спросил у первого встречного молодого чеченца, знает ли он, где живет семья Сергановых. Эту фамилию после первой ссылки он дал своей семье. Молодой человек ответил старику, что он Магомед, сын Чоры Шуаипова. Так, после долгой разлуки, повстречались отец и сын.
1958 году Чора с семьей вернулись на родину. В его бывшем доме ему выделили 2 комнаты. В другой части дома находилась сельская амбулатория. Бывший магазин Чоры стал государственным. В домах братьев расположились классы сельской школы. Но вот чего не смогла лишить Чору советская власть – это уважение людей к его мужеству и умению стойко переносить удары судьбы. Чора щедро делился с односельчанами знаниями, которыми он обладал. Он владел французским, турецким, грузинским и русским языками. Сельчане собирались у него во дворе, садились на траву, и Чора читал им и переводил газеты и журналы. Чтение прерывалось комментариями, старики внимательно и благодарно слушали его. И еще одна особенность нашего героя – великолепная память. Он корректировал карты по памяти для геологических партий, регулярно приезжавших к нему. В молодости он исходил юг и запад Чечни, изучал предгорья и горы в поисках полезных ископаемых, ценных пород деревьев. К Чоре часто приезжали практиканты из Грозненского нефтяного института. Во время торжественной встречи местные пионеры повязывали врагу народа Чоре Шуаипову красный галстук, отдавали салют, читали стихи про партию. О чем думал Чора в эти минуты? Несмотря на все беды и несчастья, Чора Шуаипов прожил долгую жизнь. Он умер в 1965 году и похоронен в родном селе, откуда не раз был изгнан. Даже жернова беспощадной советской машины оказались бессильны против него. В памяти для всех, кто его знал, Чора остался настоящим конах. Для тех, кто знает, что это означает, других слов не надо. Ну вот, собственно, и все. Это была программа «Чечен-Инфо». С вами был Вален Генаев. До свидания, до новых встреч.